о ваших ровесниках в современной русской литературе, о старшеклассниках, о подростках. И я думаю, это вам будет интересно в любом случае. И просто почитать эти книги, и использовать их как некий прикладной материал, когда вы готовитесь к самым разным формам своих, там, и к сочинению, и к ЕГЭ, и так далее. Да? Что хотелось бы сказать в начале, в целом? Конечно, образ молодого человека – это такой традиционный образ русской литературы, и не только русской. Потом, в наше время, в современном обществе, очень распространен такой определенный тип молодого человека, и, естественно, это отражается и в литературе. Чем отличается молодой человек, уже нового 21 века, если судить по произведениям литературы, хотя не только, конечно, по произведениям литературы, по произведениям там, массовой культуры, там, по кинофильмам и так далее. Это человек, который не очень хочет быть взрослым, он не хочет взрослеть, он хочет быть вечно молодым, и вообще вот этот вот образ вечной молодости, он нам постоянно, как-то вот так навязывается, да, на всех уровнях. Вот, и... Не слышно, да? Что там? Можно? Угу. И вот этот образ вечно юного, вечно молодого человека, который, я думаю, вам тоже знаком, да? То есть человеку может быть уже далеко не 20 лет, ему может быть 40, но он все еще юн и молод, и массовая какая-то культура, которая тоже настраивает нас на это, да, потому что, вот посмотрите, сейчас очень популярны у взрослых людей мультфильмы, сейчас определенная одежда, да, которую раньше носили, может быть, только дети, вот с логотипами футболки, например, с логотипами там, из мультиков, из каких-то детских, да, и так далее. И это сейчас как-то так в тренде, актуально, и для людей, которым уже далеко, там, не 20, да, вот. Это ведь тоже некий признак вот такой инфантилизации общества. И человек, который не хочет взрослеть, человек, который погружен в себя, человек, которому нужна некая поддержка и опора постоянно, да, вот, подобный герой будет встречаться и в литературе, несомненно. И если говорить вот о молодых героях, предположим, прозы Евгения Гришковца, Анны Матвиенко, Анны Лавриненко, там вот очень часто встречаются такие люди, они далеко уже не юны, но тем не менее они ведут себя вот так, как подростки, как совсем молодые люди, причем это может быть и неким протестом, да, то есть я не хочу жить в этом обществе, в этом ужасном постиндустриальном обществе, где все плохо, я не хочу взрослеть и жить взрослыми проблемами, я буду вечно ребенком. Как, предположим, знаменитый герой романа Селлинджера «Над пропастью во ржи», да, такой знаковый герой. И не случайно до сих пор молодые люди, и не только молодые, очень любят этот роман. Это вот тоже такой особый, да, показатель юности, что ли, общества. Вот. И опять же, не хочется, да, взрослеть в таком мире, где столько проблем, потому что все это вроде будет и твоими проблемами. И поэтому вот такой образ очень инфантильного молодого человека, он весьма распространен. Но при этом, и это очень важно, в литературе появляется много произведений, в которых существует другой герой, другой молодой человек, другой подросток. И очень радует, что это произведение, которое написано относительно недавно и написано именно для определенной аудитории, для подростков, для старшеклассников, но они очень хорошо читаются не только вами, не только подростками и старшеклассниками, но и взрослыми. Вот, то есть это такая настоящая литература. И здесь герой намного сложнее, чем вот этот инфантильный герой, который хочет быть вечно молодым и не хочет взрослеть, и не хочет на себя взваливать груз каких-то там обязательств, не хочет за что-то отвечать за кого-то, да? Вот. Здесь герой будет сложнее, глубже и интереснее. И вот я выбрала ряд авторов, ряд произведений, которые мне бы хотелось с вами обсудить
на примере которых мне бы хотелось вам показать, что такое современный молодой герой. Мы будем говорить о 3 авторах, вернее, о 4, но 2 пишут дуэтом. Мы будем говорить о Нине Дашевской, о Анне Никольской и о дуэте это Евгений Пастернак и Андрей Жвалевский. Начнем мы с вами с Нины Дашевской. Причем это поколение писателей тоже достаточно молодых. Нина Дашевская 1979 года. И она еще и музыкант, и поэтому в ее книгах очень часто герои тоже ходят в музыкальную школу, увлечены и серьезно занимаются музыкой, но это не главное. И даже если мы никогда там не сталкивались с подобным, никогда не ходили в музыкальную школу, нам все равно будет интересно читать про переживания вот этих ребят, пусть они даже касаются каких-то музыкальных инструментов и так далее. Да? И вот мы с вами поговорим о Нине Дашевской на примере, начнем с книги «Около музыки», вот он этот сборник, это сборник рассказов. Вот само название даже, да, нас, так вот как-то уже настраивает на то, что герои этих рассказов будут связаны так или иначе с музыкой. И это действительно будет именно так. И что интересно, перед нами очень разные герои, мальчишки, девчонки, учатся они в школе, в обычной и в музыкальной школе, и живут какой-то такой обычной жизнью, казалось бы, но в то же время они нам очень интересны. И не только потому, что они на нас похожи, там, на подростков, да, когда вот читаешь, ты узнаешь себя, там, и какие-то знакомые поступки там совершают эти персонажи, но, наверное, они нам еще интересны тем, что они действительно достаточно глубокие персонажи. Вот вообще у Дашевской нет героев отрицательных, вот это вот такое деление на отрицательных, положительных героев, оно ведь достаточно условно, да? Вот. И у Дашевской каждый персонаж, каждый герой очень, чем-то интересен нам. И Дашевская, она как бы любит каждого своего героя и встает на его сторону, потому что, наверное, редко встречаются в жизни только плохие люди. По крайней мере, вот у Дашевской вот абсолютно плохих персонажей нет. И вот перед нами эти мальчишки, девчонки, которые размышляют о том, что такое дружба, что такое любовь, которые пытаются дружить, и часто у них просто не хватает на это времени. И вот Дашевская как раз озабочена этой проблемой, потому что люди, которые настолько загружены, после школы они бегут в другую школу, музыкальную, у них очень много каких-то дополнительных занятий, и у них нет возможности просто погулять, просто пообщаться, поговорить по душам, да, долго с другом. И это ведь тоже проблема. И при этом все равно герои ищут дружбу и находят ее, и какие-то страдания, переживания, которые возникают у них из-за любви и дружбы. И нам это интересно, потому что это написано не назидательно, не пафосно, а с такой доброй иронией по отношению к героям. Ситуация очень узнаваемая, герои и жизнь, которую мы видим в книгах, очень узнаваема, и поэтому нам интересно. И опять же, наверное, очень важно, что действительно герои пытаются понять, как им жить, ищут себя, пусть это громкие слова, но действительно каждый из персонажей, он так или иначе все равно ищет, да, вот свой жизненный путь, какую-то свою дорогу и пытается научиться дружить, научиться, элементарно даже общаться, да, с одноклассниками. И там есть замечательные рассказы на эту тему, например, рассказ о том, как ребята идут в поход, и мальчик Антон, который ходит в музыкальную школу, который терпеть не может сольфеджио и пение русских народных песен, непонятно, зачем их петь. И вот в походе, где все как-то вот, как это обычно принято, собираются, поют песни под гитару, вот, и начинают что-то еще петь, и вдруг Антон тоже начинает петь вот эти самые «Ой, то не вечер, и другие какие-то песни русские народные, и подхватывает кто-то, и получается совершенно замечательно, и все вдруг заметили мальчика Антона, на которого раньше как-то никто не обращал внимания, да? Вот. Но это просто как пример одного из рассказов Нины Дашевской.
И опять же, для нас очень важно, что действительно это персонажи, которые похожи на нас, и у которых, может быть, мы чему-то можем научиться. Они не идеальны, они не похожи на такие вот, ну вот есть такие герои, вот читаешь иногда книгу, и в ней вот такой носитель только положительных качеств, какой-то абсолютно неживой персонаж показан, да, вот. Здесь такого нет. Здесь вот, я думаю, когда вы будете читать, вы увидите, что это самые обычные ребята, самые обыкновенные подростки, но в то же время необыкновенные. И вот эта необыкновенность, она важна для Нины Дашевской, у нее есть произведения, в которых это как-то ярче показано, да? Например, повесть, которая называется «Я не тормоз», она вот тоже у нас здесь на выставке представлена, она написана в 2017 году, совсем недавно, и герой ее Игнат Волков. У него такое имя необычное, и ему как-то очень неловко и неудобно за свое имя, вот назвали же меня таким именем. Он действительно необычен, он ходит в художественную школу, он пишет стихи, хотя считает, что это вовсе не стихи, вот, и он вроде как не любит стихи, но на самом деле сочиняет действительно стихи. Он постоянно сочиняет что-то, он постоянно играет в слова, причем без помощи компьютера, и очень не любит вот все эти гаджеты, а все это как бы делает так, как раньше вот дети, да, играли в это во все. Вот. И он ощущает такое некое одиночество, потому что он не похож на остальных, он не такой, как все, и ему кажется, что вот никто на него внимания не обращает, что он никому не нравится, хотя это ему только кажется. И постепенно он как бы понимает, что, оказывается, у него есть друзья, и своего нового соседа по партии он может назвать другом, потому что, когда случается беда, то ему помогает очень много людей, и он даже не думал, что столько у него вот людей, которые готовы броситься ему на помощь. Он постоянно катался на скейтборде, но он такой вот действительно не тормоз, он все очень быстро делал, ел очень быстро и всегда переживал по этому поводу, особенно когда ходил в гости, люди еще едят, а он уже все съел, сидит перед чистой тарелкой. Вот. И очень быстро решал все задачи и так далее, то есть все очень быстро делал. И по городу он перемещался тоже очень быстро на скейтборде. Родители даже не знали, что он вот в какие-то очень далекие места Москвы заезжает, катается там на тех же около Московского университета и так далее. Вот. А ногу он сломал не на скейтборде, а просто шел по улице и на ровном месте споткнулся и сломал ногу. И вот такая ситуация, когда он не знает, что ему делать, он звонит своему отцу, который находится в это время в другой стране, вот, на конференции, и потом уже он звонит своему соседу, и тут появляется вот сразу такая цепочка людей, которые ему помогают, и он даже не ожидал, что вот у него так много действительно друзей. Вот такая вот повесть про такого вот обыкновенного, с одной стороны, мальчишки, а с другой стороны, необыкновенного, да, потому что это вот такой герой, который может увидеть в самом обычном что-то такое удивительное и необыкновенное, который в самой обычной нашей жизни видит творческое начало. И этим он интересен, и стихи его тоже интересные. Герой следующей повести Нины Дашевской, называется она «День числа Пи», тоже такой необычный герой, Лёва Иноземцев. Его вообще считают странным, потому что он так погружен в себя. Он абсолютно нормален, но все его считают, ну, вот таким, да, странноватым. Он очень любит музыку, причем у него какие-то очень интересные отношения с музыкой. Он математик еще к тому же, да, и вот он считает, что музыка, она абсолютно логична. Вот. И он, например, число π, ну вот после запятой, да, мы обычно помним только 3,14, да, сотых, дальше уже не помним, мало кто помнит, а Лёва, он помнит очень много знаков, и запомнил он их как некое стихотворение под музыку. Вот, то есть вот у него как-то вот это все связано, да, в его мире математика, логика, точность и ясность и музыка. Вот, и вот он такой действительно необычный герой, и у него нет друзей, и
он очень симпатичен однокласснице Соне, но она боится мнения одноклассников, что если она начнет с ним дружить, то ее будут так всячески порицать. Вот. А он этого абсолютно не понимает, да, то есть, что вот, ну, какие-то вот могут быть такие отношения, какие-то вот такие страсти вокруг него. Он принимает себя таким, как он есть, и, что очень важно, он начинает, ну, как-то вот принимать и других тоже, да, и та же Соня это оценит и поможет ему тоже в какой-то трудный момент. То есть, потому что он не странный, он нормальный, и может быть, вот эта его странность и непохожесть на других, это тоже важное качество, и он как раз об этом рассуждает. Он думает о том, что вот то, что в музыке казалось странным когда-то, стало классикой. А если бы никто не писал странной музыки, то, может быть, ее бы вообще как музыки не было. Так бы до сих пор и стучали в древние барабаны, и все. То есть вот эта странность, эта необыкновенность, она тоже нужна. И Лёва, который в этом смысле... Он не боится быть таким странным, он не боится не быть таким, как все. Это ведь тоже очень важное качество и дорогого стоит, да, когда вот мы ищем себя, и подросток, который вот всегда с ужасом думает: боже, неужели я такой же, как все? И потом тут же: боже, неужели я не такой, как все? То есть вот этот вот такой поиск мучительный, да, себя, который всегда вот связан с этими двумя вопросами. И Лёва Иноземцев, который вот как-то так, понимая, что он не такой, как все, с достоинством себя ведет, что для мальчишки, подростка там достаточно редко, да, бывает. И поэтому мы как-то вот любим героев Дашевской, и я вам искренне советую ее почитать, потому что это действительно про вас. Вот. Это очень интересно читается, и такое еще есть слово «легко» читается, но легко в самом хорошем смысле этого слова. Следующий автор, о котором мы поговорим, это Анна Никольская. Она тоже 1979 года. Вот у нас тут книжечка ее стоит. Причем я выбрала авторов, которые действительно популярны, интересные, которые заметны в своем литературном мире и получили массу самых разных премий литературных за свои произведения для детей. У нас не так много премий для детской литературы, для подростковой литературы, но вот самая известная – это премия имени Сергея Михалкова. Вот. И есть еще уже какие-то вот премии от отдельных издательств, да? И вот эти авторы, они получили там не одну премию за самые разные свои книги. И вот Анна Никольская, которая тоже написала более 40 книг для детей и подростков, и в нашей библиотеке вы можете познакомиться с большим количеством ее книг. Я же выбрала одну книжечку, это «Апокалипсис» Антона Перчика, так называется этот роман, 2014 года. Герой Антон Перчик, вот фамилия у него такая, 18-летний молодой такой человек, который нигде не учится, он ушел с первого курса медфака, нигде не работает, живет, ну, как бы вот за счет родителей, которые достаточно успешные и благополучные, и он очень так ухаживает за собой, у него там модный прикид, он ходит в солярий, он делает маникюр, у него там шикарная машина желтого цвета, и, ну, такой вот мальчик-мажор, да. Вот. И он попадает в аварию на этой своей шикарной машине. И потом выясняется, что как раз в это время, ну, тут добавляется такой фон интересный, на Землю упал метеорит, и упал совсем недалеко, вот от того места, где живет наш герой. И, значит, этот метеорит принес вирус, от которого страшная болезнь, которая приводит к такому очень интересному эффекту. Мертвые люди начинают, ну, даже оживать здесь не точное слово, но как-то вот существовать, да, ну, такие зомби своеобразные, хотя они там немножко по-другому называются. И вот такой страшный мир, такая катастрофа. Причем Антон потерял своих близких, не знает, где его родители, где его младший брат. Вот, он там в больнице лежал долго после этой аварии, и он пытается найти, да, вот, своих близких в этом страшном мире, где каждый день кто-то умирает и так далее. И он общается с девочкой, которая моложе него, Соней.
она тоже потеряла своих родителей, у нее тоже никого нет. И вот он первый раз в жизни ощущает ответственность за кого-то. Он меняется, он начинает взрослеть, он начинает принимать решения и начинает, действительно, как-то вот переживать за то, что будет с Соней. И там будет такой момент, когда у него была возможность улететь с этого вот зараженного места, но было только одно место в вертолете, и он не улетел, он не мог оставить Соню. Вот такая вот история, но самое интересное, конечно, что выясняется, что все это, вот эта история с метеоритом, с вирусом, этого всего не было, и Антон участвовал в таком вот проекте телевизионном, виртуальном шоу, которое называлось «Выбор», вот, и там специально строили эти шикарные декорации, и играли актеры, та же Соня, это не, какая-то вот девочка, начинающая актриса юная, вот, которая была старше, чем там эта девочка по возрасту. И Антон, который вот снимался, он был первым, кого снимали в этом шоу, все это было очень таинственно и так далее, и так далее. Вот. Но тут дело даже, наверное, не в том, что все это выдумка, да, что это некое шоу, а в том, что действительно герой изменился. И вот то, что с ним случилось, помогло ему понять, какой он, помогло ему разобраться в себе. И он там как раз говорит о том, что, наверное, я все-таки стал хоть немного, но лучше. И действительно, мы это видим, он изменился, он стал человеком, который отвечает за себя, за других людей, за свои поступки, который совершает эти поступки, добрые поступки. Это очень важно, да? И вот сама эта ситуация некого апокалипсиса, она нужна, да, для того, чтобы выявить в человеке какие-то его качества. Вот не случайно мы любим повторять пословицу «друг познается в беде». Да, именно в беде, да, именно в трудной ситуации человек проявляет, да, какие-то свои качества. Они не обязательно могут быть положительными, хорошими, разными могут быть, но вот в Антоне проявились, наверное, вот прежде всего вот такие хорошие качества. Вот. И он нам симпатичен уже в финале, он действительно уже другой человек, и это очень важно. И он там возвращается на свой медфак, и дальше будет учиться, и он встречается с этой девочкой, с которой там, у нее другое имя, она не Соня. Вот. И вот этот опыт, он действительно для него был очень важен и нужен. Вот такая история. Мне кажется, она интересна для вас. Жалко, что я рассказала вам, да, что это было все подстроено. Если бы вы читали, у вас была бы какая-то интрига. Но, тем не менее, все равно, я думаю, вам будет интересно, даже зная, чем все кончится, прочесть эту повесть. И еще об одной повести Анны Никольской упомяну. Это повесть «Я уеду жить в свитер». Свитер – это название кафе, в кавычках оно. И героиня, которая очень любит это кафе, в котором нельзя пользоваться никакими гаджетами. То есть люди, которые просто общаются. Вот. И там такая история этой старшеклассницы Юли, которая, опять же, начинает как-то меняться, взрослеть, расти, потому что ей нужно отвечать за девочку маленькую, которая вот в их семье живет какое-то время, брошенная своими, нельзя сказать совсем брошенная, но вот оставленная на некое попечение, родители там о ней не думают, не вспоминают. И вот эта девочка, которой нужна поддержка и любовь, и тепло, и Юля, которая никогда не думала, да, что вот она так сможет подружиться с девчонкой маленькой, вот, и действительно помочь ей. Но не только ей, но и себе, наверное, да, в каком-то смысле. То есть вот это такие книги о доброте, о чувстве и собственном достоинстве, и в то же время о чувстве взаимопомощи, поддержки. Вот у Анны Никольской очень много подобных тоже историй будет в ее других книгах. И еще одни, дуэт, да, замечательный, Андрей Жваревский и Евгения Пастернак. Они очень много пишут о школьниках, о старшеклассниках. Совершенно замечательные книги. Я вот назову только «Я хочу в школу», «Типа смотри короче», «Время всегда хорошее», «Гимназия номер 13», «Пока я на краю». Вот это там, может быть, то лучшее, что можно вспомнить у Жвалевского и Пастернак. И чем интересны их книги, это опять же история абсолютно реальных, обычных школьниках.
вот, например, книга типа «Смотри, короче», все это без единого знака препинания, к сожалению, я не могу вам ее показать, потому что она у нас постоянно на руках. У нас в библиотеке Жвалевского и Пастернака очень хорошо читают, как, собственно, и Дашевскую тоже, и Никольскую, и поэтому мало книжек стоит вот на полке, все время их берут. И вот это сборник рассказов, истории из жизни 7 класса, но эти семиклашки, они такие постарше выглядят. Вот. И любое событие, которое происходит, будь это драка на пустыре, или первый раз вот мальчик пошел в кино с девочкой, или подготовка к 8 марта, вот любое событие, оно не уступает по накалу страстей шекспировским драмам и трагедиям. И не случайно есть такой рассказ, который называется «Шекспиру и не снилось» в этом сборнике. Там речь идет о том, как раз вот одноклассницы смотрят спектакль по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». И в самый такой драматичный момент, как раз когда Джульетта принимает вот этот яд, ну, который ее усыпляет, да, на время, а все думают, что она умерла, в том числе и Ромео. И вот в этот момент девчонки начинают смеяться, вот не остановишь их. И авторы показывают нам, как бы вот от лица каждой героини мы видим вот эту же историю, эту же сцену, да, когда Таня вспоминает, что вот это как бы навеяло то, что она видит, ей историю о том, как ее младшая сестренка была очень серьезно больна, близка к тому, что она вообще умрет, и как они с мамой переживали, и вот, наконец, ночью там, в общем-то, сообщили им из больницы, что все, легче стало, кризис миновал, и как они счастливые под какую-то дурацкую музыку там по радио танцевали на кухне босиком, и Таня, вспомнив это, начинает смеяться. Другая героиня, Мила Кислицына, она вспоминает, как ее мать тоже так же лежала неживая, как Джульетта, когда их бросил отец, и она не хотела вообще жить, не хотела двигаться, и как Мила, ну, девчонка, да, ей там 14 лет, она на себя взяла вот ответственность за свою мать, она буквально заставила ее, она там ее готовила, кормила, она убиралась и заставила мать жить дальше. И вот она вспомнила как бы этот момент, и она тоже начинает смеяться, и вот они как бы смеются, их нельзя остановить, и женщина, которая сидит рядом, смотрит на них и про себя думает: боже мой, как они себя ужасно ведут, они смеются, когда такая трагедия на сцене, они слишком легко живут, они слишком, ну, вот как бы легкомысленные, хотя на самом деле это не так, да? И те страсти, которые переживают героини в своей реальной жизни, ничем не уступают вот этой истории с Ромео и Джульеттой. И вот это очень важно, что совсем нелегка жизнь молодых людей, совсем нелегка жизнь подростков. И вот эти какие-то сильнейшие чувства, которые переживают подростки, это и несчастная любовь, и одиночество, и какие-то проблемы семейные, да, когда вот у родителей не все в порядке, и вот такое отчаяние, вплоть до того, что там, ну, это, наверное, каждый испытывал в какой-то момент. Вот Никита, это тоже один из главных героев этих рассказов, они там переходят, да, герои из одного рассказа в другой, по сути, это как бы история, ну, это книга цельная, это не просто отдельные рассказы. И Никита, который, вот все так, все ужасно, так все плохо, я хочу умереть, все, как бы мне так умереть каким-то способом, ну, чтобы не больно было, и чтобы они потом на меня посмотрели и сказали: вот, мы его так любили, а он умер, а я буду на них смотреть там свысока откуда-то, да, вот так-то не ценили вы меня при жизни, ну, и он выбирает этот способ, и он решил, что он умрет от голода. Вот. Значит, день проходит, ну, даже меньше дня, но почему-то как-то вот не умирает он, а есть страшно хочется. Вот, и приходит мама, которая говорит: что с тобой? Никита, бедный там мальчик, ты заболел, с тобой что-то случилось, ты там вот такой бледный, что с тобой? А, ты, наверное, голодный, сейчас я тебя накормлю, я там приготовлю для тебя что-то там любимое и так далее. И он, естественно, раздумывает умирать, потому что вот то, что ему нужно было, да, что он кому-то нужен, что его кто-то любит. Вот. И написано это с юмором, и
ну, как сказать, вот о каких-то очень серьезных, сложных вещах ведь можно, да, так писать, доверительно, с юмором. Вообще у Жвалевского и Пастернака очень много смешного, такие истории забавные, веселые, вот, но не только веселые, да, и, конечно, какие-то очень серьезные проблемы поднимаются, и взаимоотношения с учителями, и взаимоотношения с родителями. Там совершенно есть замечательные истории на эту тему, там, например, рассказ «Неудачница», героиня которого Ира занимает там всякие высокие места на олимпиадах, еще и танцами бальными занимается. Вот у нее в один день с утра городская олимпиада по математике, ей там обязательно надо занять место призовое, чтобы дальше идти. И учительница ее там все тоже, да, там, вот, тебе это надо, там, ты должна. А после обеда у нее конкурс танцев бальных, и там тоже тренер говорит, вот, вы обязательно, ваша пара должна занять первое место, потому что всегда первое место занимает там какой-то другой клуб. И вот она в таком напряжении, но она улыбается и говорит, все будет хорошо. И при этом она там никак не может решить какую-то одну задачку, потом бежит на этот конкурс бальных танцев, переодевается, там готовится, настраивается. А партнер у нее абсолютно такой бесстрастный, ну как робот. Вот. И когда она с ним танцует, она вдруг понимает, как надо решать было ту задачку, которую она не решила. Вот. И в результате она не получает первого места, и вроде как на Олимпиаде она не решила эту задачку, но тем не менее она проходит, да, там, финал, но чуть ли не ругает ее учителя. Вот. И она думает, какая же я несчастная, какая же я вот такая, да, неудачница, так и называется рассказ. Хотя на самом деле, конечно, абсолютно несправедливо, да, вот это отношение к девочке, которая прекрасно справляется с такой огромной нагрузкой. Вот. И написано это так вот с иронией, весело, поэтому действительно можно говорить о серьезных вещах таким образом. И вот мы с вами говорим о том, как нелегко, да, быть подростком, как нелегко жить молодым людям, и об этом Жвалевский, Пастернак написали замечательную книжку, она называется «Время всегда хорошее». Она написана была в 2009 году и не раз переиздавалась, очень популярна. Я вам тоже ее искренне советую. Такая история, ну, тоже какая-то очень вроде на уровне сюжета нам знакомая, но тем не менее от этого не теряется интерес к происходящему, когда девочка из 2018 года, причем когда повесть была написана, это было еще будущее, да, 2009 год был, потому что. И вот девочка из 2018 года попадает в 1980, а мальчик из 1980 попадает в 2018, они поменялись, как бы, да. Вот, значит, и где лучше? И что значит это лучше, да? Что интереснее? Прекрасно разбираться в разных гаджетах, играть на компьютере, или же общаться реально и бегать там, играть во дворе? Что важнее, быть свободным, раскованным в чате, или же уметь общаться, глядя человеку в глаза? И вот каждый из этих персонажей, он как бы испытывает, да, определенные трудности, потому что вот представьте себе, девочка эта, которая попадает в 80-й год, ей кажется, тут что-то все ужасно, что они тут едят, что они тут пьют, как это можно пить воду из-под крана, неочищенную, вот, и нет компьютеров и так далее, как вообще жить-то, да? Вот. И мальчик Витя, который попадает наоборот, да, вот в этот мир абсолютно такой продвинутый, ему надо понять, как это все работает, как это все действует. Вот. И они еще учатся в школе, и им интересно. И Оля, у которой опыт такой определенный, она начинает общаться с одноклассниками, и она в чем-то свободнее, естественно, да, этих ребят, она потому что уже воспитана, выросла в другой совершенно атмосфере, и она защищает мальчика Женю, которого, например, осуждают и, собственно, исключают, то есть пытаются исключить из пионеров за то, что он принес в школу пасхальный кулич, который испекла бабушка. Вот. И
Витя в своем этом прошлом, ну, в своем реальном времени, он не смог защитить своего друга Женьку, а вот Оля, она смогла. Вот это, наверное, тоже очень показательно. Вот. И Оля, которая учится общаться вживую, а не в чатах, которая учится говорить на уроках, а не просто там сдавать какие-то работы, да, печатая на компьютере тексты. Вот, это очень для нее важный опыт. И Витя, который, в свою очередь, учит ребят, которые вокруг него, своих новых одноклассников, опять же, умению, ну, вот этому общаться, отвечать на уроках реально, вот, и у него есть успехи, и он помогает этим ребятам, и они оба как-то уже живут, да, вот этой какой-то жизнью, им интересно, и оба скажут: хорошее у тебя время, что вот как бы не только свое время они воспринимают как хорошее, но и то другое, чуть ли не желание остаться возникает у Оли, например, да, в этом другом времени. Вот. Ну, то есть итог-то какой, что любое время хорошее, и не важно, в каком времени ты живешь, а важно, как ты живешь, важно, какой ты. И вот эти ребята, они как раз научились, да, чему-то и проявили себя, и мы видим их честность и принципиальность, и вот это вот тоже дорогого стоит. И поэтому вот этот сам как бы такой эксперимент условный, фантастический, он нужен авторам не для того, чтобы создать какую-то суперфантастическую ситуацию, нет, а для того, чтобы выявить, опять же, главные какие-то качества в героях, да? Вот как у Никольской это апокалипсис, конец света, так у у Жвалевского и Пастернака это вот история с этим иным временем. Вот. И действительно, это книга, которая интересна не только вам будет, но и взрослым людям, потому что вот это время, описанное с любовью, вот это прошлое, 1980 год, в котором мы были там, такие, как вы, да, сейчас. Вот, и поэтому это интересно. И еще одна повесть, о которой мне все-таки хотелось бы поговорить в связи с двумя этими замечательными авторами, «Пока я на краю». Она тоже у нас есть в библиотечке. Вот здесь она стоит, да. «Пока я на краю». Написана она в 2017 году, тоже недавно. Она затрагивает очень сложные проблемы, и порой возникают даже споры, а вообще нужно ли говорить, нужно ли писать вот о подобном, да, в литературе для детей и подростков. Все-таки нужно. И главная тема этой книги – это суицид. Героиня ее собирается тоже вот как так все плохо, все ужасно, и она хочет покончить жизнь самоубийством, и раздумывает о том, как это сделать. И очень важно то, как она меняется, да, как ей помогают измениться те, кто рядом с ней, как ее, ну, буквально даже в чем-то заставляют увлечься, и она вроде ищет способ, при помощи которого вот надо будет уйти из жизни как-то красиво, а на самом деле она просто чему-то учится важному, она там, например, никогда не водила машину, тут ее учат специально там это делать, и она прекрасно начинает водить, как-то очень лихо даже, да, и мастерски гоночные какие-то машины там может водить. И опять же она, считая, что она такая вот никому не нужная, никчемная, некрасивая и так далее, на самом деле не такая, и она, например, пишет стихи, и опять же для нее это очень важно, она вот за счет этого и держалась, да, там в начале повести, что вот, как бы, вот что меня держит. Вот. И потом она начинает тоже общаться, помогать людям, тем, кто тоже пытается как-то, да, ну, ребятам, подросткам уйти из жизни. И это очень сложная, серьезная проблема, и вот эта повесть, она как такая своеобразная прививка для тех, кто думает о таких вещах, да, кто хочет уйти. Вот. Ее обязательно надо читать, потому что она очень светлая, в принципе, и очень важно, что герой ее, хотя там будет и смерть, но не главная героиня, и очень тяжелая будет ситуация, и жизнь у этой девчонки тоже непростая, у нее там и родители разводятся, и для нее это такое потрясение, и опять же она ощущает, особенно в начале, какую-то такую вот
родители не знают ее, родителям некогда с ней общаться, и их интересует только особенно маму, чтобы вот она там была накормлена, чтобы были сделаны уроки, вот, и у нее нет даже желания у этой девочки там пообщаться с мамой, поговорить о том, как ей плохо, но что-то меняется в ней, она начинает общаться по-другому со своими родителями, и вот отец особенно ей очень помогает, и она так будет с ним очень доверительно, несмотря на то, что он ушел из семьи, но тем не менее вот они как-то так находят друг друга, и это помогает и матери тоже, да. И вот опять же, это ведь тоже очень сложная проблема, да, такая серьезная проблема и невыдуманная авторами, естественно. И многие с этой проблемой сталкиваются, и подростки, и вот как бы, ну, какой-то опыт, пусть литературный, он здесь тоже абсолютно не помешает, да, вот когда ты читаешь, ты уже, ну, хоть видишь какую-то модель поведения, ты уже, может быть, думаешь о том, что да, вот действительно, может быть, так надо поступить, может быть, вот как-то так, вот, да, вот, ну, что-то вот пойти навстречу там родителям. Вот такая книга, действительно очень серьезная, жесткая, и, наверное, важно, что современные авторы затрагивают такие сложные проблемы, сложнейшие, да, вот выходят на такой уровень. А мы с вами начинали лекцию вот с того, что есть такие молодые герои, ну, которые, естественно, отражают реалии нашей окружающей жизни, которые не хотят взрослеть, которые такие вечные подростки, вечные дети, которые не хотят ни за что отвечать, которым надо спрятаться за сильное чье-то плечо и всю жизнь так прожить, переживая, рефлексируя, постоянно думая только о своем внутреннем мире, о своем каком-то благополучии, да, вот. Но мы видим, что есть и другие герои, совсем еще подростки, молодые ребята, которые еще учатся в школе, но тем не менее они уже решают какие-то серьезные проблемы, серьезнейшие. И очень радует, что в современной литературе для вот таких, как вы, для подростков, для старшеклассников подобные темы затрагиваются, и подобные книжки есть. Вообще сейчас такой взлет какой-то вот новых книг для подростков и старшеклассников, причем именно новых, да, потому что одно дело, когда переиздаются прекрасные старые книги об этом времени, о молодости, о юношестве, а совсем другое, когда появляются новые книги, где реалии другие, это, естественно, вам ближе и интереснее, да, подобные книги читать. И вот они есть, вы можете с ними познакомиться, и в нашей библиотеке есть, они выходят целыми сериями, вот я принесла как раз, да, несколько серий разных, они даже оформлены похоже. Вот. И это книги, которые как раз про вас. И я думаю, вы получите какое-то удовольствие, читая их. Причем у нас книги о подростках читают и постарше молодые люди, и взрослые с удовольствием читают, потому что это просто хорошие книги. Я не раз говорила, что если книга нравится подростку, то она хорошая, она обязательно понравится уже взрослым людям, да? Вот, так и получается с этими тоже книгами. Вот. И опять же, вот эти важные темы, очень серьезные темы, которые затрагиваются в книгах, это же вечные темы, да? Это те же отцы и дети, взаимоотношения разных поколений, взаимоотношения учеников и учителей, тоже вечная тема. Вот, и всегда актуальна она, да, вот, это умение дружить, это первая любовь, это поиск себя, поиск своего жизненного предназначения, то есть вот такие вечные темы, которые вот на новом витке уже в 21 веке раскрываются, это очень интересно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, тогда на этом